Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Следственный комитет возбудил уголовные дела сразу на нескольких глав Усть-Майского района. Им вменяется халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей, приведшие к подтоплению населенных пунктов. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выявить круг лиц, ответственных за принятие экстренных мер. Как следует из материалов проверки, проведенной прокуратурой, нарушение прав и законных интересов граждан стало возможным по причине ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц муниципальных образований: Кюбский национальный наслег, поселок Ильдикан, а также Ижанский национальный наслег. Согласно информации рабочей группы по отслеживанию паводковой обстановки Усть-Майского района, по состоянию на 8 часов 17 мая текущего года в зону подтопления в данных населенных пунктах попало 582 дома, 287 объектов индивидуального жилищного строительства, в которых проживало 1217 человек, в том числе 314 детей. В пригороде Якутска два подростка провалились под лед. По словам официального представителя службы спасения Николая Фатеева, 12-летние школьники решили срезать путь и перейти через озеро Соленое. Примерно в 10 метрах от берега лед проломился. Дети оказались в воде. Добраться до берега сил уже не было. Они начали кричать о помощи. Проходящий мимо мужчина услышал и вызвал спасателей, рассказал Фатеев. Когда приехали спасатели, на месте уже работали бойцы пожарной части номер 3, отметил Фатеев. Совместными усилиями мальчишек вытащили на берег. Они получили глубокие ссадины и порезы. Одному из ребят предстоит наложить повязку на руки. В Ленске уголовная статья грозит отвергнутому ухажеру, который в порыве ревности закрыл бывшую подругу в доме. Обвиняемый незаконно удерживал у себя в квартире бывшую сожительницу. Он из чувства ревности, закрыв дверь на ключ, на протяжении 5 часов незаконно удерживал потерпевшую, тем самым нарушив ее право на свободу передвижения, предусмотренной статьей 27 Конституции Российской Федерации. Обвиняемый нанес женщине телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. Кроме того, увидев в ее руках планшет, оснащенный функцией сотового телефона, с целью недопущения попытки потерпевшей попросить о помощи, умышленно повредил его. Вместе с тем потерпевшая успела позвонить знакомым и попросить о помощи, которые вызвали полицию. Еще один ревнивец проходит по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в Мегино-Кангаласском районе республики. Сообщение поступило из больницы, куда доставили женщину с множественными гематомами на лице. Выяснилось, что мужчина застал потерпевшую с любовником, вернувшись из командировки. Решив не связываться с соперником, он схватил резиновый сапог и начал бить неверную супругу. В Амгинском районе женщина напала на пенсионера и отобрала продукты. Как сообщает пресс-служба МВД, в тот день подозреваемая выпрашивала у прохожих деньги на покупку спиртного. В какой-то момент она заметила пожилого мужчину, который выходил из магазина с купленными продуктами и алкоголем. Желание выпить заставило женщину совершить преступление, рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В столице из-за нарушений требований пожарной безопасности закрыли рынок Мантятах. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов региона, в разработке 2 исполнительных производства. Один по рынку, второй по Саха-экспоцентру. Их работу приостановили по решению суда. Если должники устранят нарушения, установленные пожарной инспекцией, то они смогут возобновить деятельность. Напомню, что проверки торговых центров по всей России инициировали после пожара в торговом центре в Кемерово, который унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. В Якутии обнаружили фальсификацию состава пельменей. Как сообщает управление Россельхознадзора, массовая доля белка в продукте составила 9,5% при норме не менее 12%. Лабораторный анализ показал, что мясо подменили менее ценными продуктами – костной мукой, соевым белком, хлебом, крупой и пшеничной мукой. Пельмени «Аппетитные-1» производятся в Новосибирске, они изъяты из продажи. Производителю выдали предписание о возврате продукции. В эти выходные открывается мотосезон, однако только с начала месяца на дорогах столицы республики получили травмы 4 водителя мототранспорта. Чтобы предупредить аварии, госавтоинспекция и мотоклуб «Ночные волки» провели профилактическое мероприятие. Внимание, смотрите в зеркала. В ходе мероприятия инспектора совместно с байкерами проводили беседы с водителями и напоминали им, что они есть и что водители мототранспорта менее заметны на дороге и одновременно с этим более динамичны, чем автомобиль. А также напомнили о необходимости избегать
лишних маневров и не создавать умышленных помех в движении и больше смотреть по зеркалам. И госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям мототранспорта соблюдать скоростной режим, хорошо экипироваться и нигде не выполнять опасных трюков на дороге. А жители Гагаринского округа столицы пожаловались на торговлю с больших грузов прямо на улице. Люди недовольны тем, что большие машины загораживают и без того тесные улицы и дворы района. На жалобу отреагировали компетентные органы, и на место выехал рейд инспекторов. Репортаж Ланы Ильиной. Черноземом и песком у Белого озера незаконно торгуют долгие годы. Продавцы не скрывают, что нарушают. Уверены, так и должно быть. С мнением жителей Гагаринского округа, которые жалуются на скопление грузовиков, не считаются. Теперь горе-продавцам грозят штрафы. Уже сколько лет стоят? Уже 20-30 лет стоят здесь. Все привыкли, люди тоже покупают, привыкли все. А вот жители жалуются, что здесь вот очень... Где, кто здесь живет? Здесь все магазины, алкогольные маркеты только жалуются, и все. Как выяснилось, любимое место грузовиков под знаком «Стоянка запрещена». В погоне за рублем закон не писан. Сотрудники ГИБДД выписали водителям квитанции. В административной комиссии города заверили, это не последняя проверка. Рейды будут проводиться с сегодняшнего числа с 16 мая по 18 мая, где мы охватим районы непосредственно Марха, Гагаринский округ, Сайсарский округ, а также Строительный округ, где будут выявляться такие факты именно незаконной торговли, и административной комиссией будут приниматься меры как к физическим лицам, как и к предпринимателям, а также юридическим лицам, меры административного принуждения. Торговать можно, но лишь в специальном месте – полигоне «Патриот» по улице Очеченко. В противном случае водитель заплатит за нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, юридическое лицо – от 100 до 500 тысяч. Лана Ильина, Александр Жуков, Якутск. На этом пока все. Берегите себя.